Խաղաղության փաստաթուղթը համաձայնեցնելը պետք է լիցքաթափեր իրավիճակը։ Մենք հակառակ պատկերն ենք տեսնում։ Հասկանալի է ձեզ ինչու։ Այո, շատ բարձր։ Կուզեք ռուսերեն խոսել։ Կարանք ռուսերեն խոսալ։ Аппетит приходит во время еды. Можно так объяснить. Раньше было два условия, насколько я помню. Потом, наверное, мы безоговорочно уступили. Они сказали, значит, еще можно попросить. Значит, еще. Не попросить, а потребовать. Вот и требуют по нарастающей. Այդ տրամաբանությամբ բանակցություններ չէին ավարտի, կպահեին կախված։ А кто сказал, что переговоры окончены? Բաքու։ Не совсем, потому что они сказали, что есть условия, предусловия в это изменение. Да, но есть предусловия, которые не входят в этот документ, и это предусловие изменения Конституции. То есть уже следует, что мы еще что-то должны сделать, чтобы это начало работать. Это очень просто, это очень похоже на поведение хулигана, когда, скажем, встречает условного ботаника, человека маленького со скрипкой и начинает наезжать. Сначала покажи, как ты играешь, в следующий раз сходи за пивом, в следующий раз уже с подзатыльником или пинком, уже не за пивом, а иди в банк и займи для меня, скажем, бабок, денег. Вот очень на это похоже. Դրան հաջորդեց ապատեղեկատվություն ամենօրյա ռեժիմով։ Да. Ամեն օր հայտարարում են, հայերը կրակում են։ О чем говорят вот именно эти, так сказать, стрельбы на границе? Хотя их просто не было. Հաստատել են Եվրամիության դիտորդները, որ հանգիստ է։ Да, во-первых, наблюдатели, во-вторых, именно в этих направлениях у нас есть филиалы УВОМы. Я постоянно сверяю часы, так сказать, с ними и узнаю, может быть, необходимо мое участие или, скажем, из Еревана собрать людей, послать, скажем, на какие-то инженерные работы, укрепить какую-то линию или еще что-то. Говорят спокойно, тишь да гладь. То есть это абсолютная ложь. Я сейчас не... Իսկ թիկունքում կա որևէ փոփոխություն։ В смысле? Ադրբեջանում։ У них... Սամանից ավելի հեռու։ У них что Զորքերի происходило? տեղաշարժ։ Они копили силы, но накапливание сил, скорее всего, было связано с возможными ихними ожиданиями, что мы в чем-то им не уступим. То есть они угрожают, не только дипломатически наезжают, да, но то, что они дипломатически выигрывают, мы это видим. Но еще и дубинку показывают, из-за спины показывают, вот могу его ударить. Что можно противопоставить? Мы над этим должны думать. Շանտաժի է գործում։ Ну, это чистый шантаж. Բայց ոչ միայն Հայաստանի հասցեին, տեսեք։ А удержание заложников не шантаж? Для чего вообще заложников держат террористы? Шантажируют, чтобы получить что-то. А что сейчас происходит с нашими заложниками, которые находятся в Баку? С их помощью оказывается давление, если не на власти напрямую, то на общество, в надежде, что еще больше раздрай будет в обществе, а чем меньше сплоченности во внешней политике в обществе, чем меньше сплоченности в плане угроз, исходящих извне в обществе, тем легче, так сказать, уговорить наших переговорщиков, наших дипломатов на еще какие-то уступки. То есть они чистым шантажом занимаются. А что мы можем противопоставить? Ну, как минимум, политические бонзы, там, руководители различных крыльев, парламентских, непарламентских, чтобы они собрались, что-то вроде конференции, под эгидой человека, который, скажем, если и как-то участвует вот в этих процессах, тем не менее он относительно авторитетен. И заставить этих людей, в буквальном смысле заставить, как в свое время заставляли выбирать римского папу. Закрывали дверь, ну и сейчас тоже.
Пока белый дым не пойдет, папа выбран, вы отсюда не выйдете. Вот что-то в этом роде. Вот пока вы не скажете, что вы в вопросах обороны едины, вас отсюда не выпустят, и будете есть только булочки, и у вас от гастрита желудок испортится, возможно, даже летальный исход. Вот пока что-то такое не произойдет, турки все время, бакинские турки, так сказать, представители бакинского тоталитарного режима, значит, они все время будут шантажировать и получать. Все время будут шантажировать и получать. Потому что переговорщик не чувствует за собой силу. Դա իր հերթին։ Միգուցե Բաքուն չէր սպասում նաև միջազգային այսպիսի արձագանքի կամ ուղիղ հայտարարությունների մի շարք երկրների, թիվը արդեն չեմ կարողանում հիշել ինչքան, այդ թվում նաև Վաշինգտոն, Վաշինգտոնի մասին առանձին կնշենք։ Հիմա դա վերածվում է անուղղակի միջազգային ճնշման Բաքվի նկատմամբ։ Дело в том, что вот это все дипломатические различные реверансы, они всего лишь делают помягче падение, но не предотвращают падение. Или дают возможность подняться на одну ступеньку выше, но не все 100 ступенек. Да? То есть не более того. Самое главное в переговорных процессах – это чувствовать за собой силу. Вот силу чувствуют украинцы, потому что украинский народ относительно сплочен в плане того, что несправедливость, то, что с ними происходит. Եվ ստանում է օգնություն։ Ну, помощь, вот эта помощь извне и так далее, все это позволяет, чтобы сплоченность действовала дольше. Чтобы дольше можно было стрелять из пулемета, чтобы дольше было выдавать бюджетникам зарплаты и так далее. Но на самом деле сплоченность против оккупантов, фактически это братоубийственная война, привела к тому, что часть Украины оккупирована. И вот эта сплоченность позволяет топать ногой этому высокому президенту, ростом, в смысле высокому, и даже мировой гегемон в кабинете с ним не совладал. Помните этот разговор, когда там Венс был вице-президент, президент, и как он себя вел? Это только за счет того, что у него за спиной есть относительный консенсус политических сил, общества и так далее. Վաշինգտոնի հայտարարությունը շատերը առանձնացնում են, չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում այդ մասին, Վաշինգտոնից ասեցին ազատ արձակիր պատանդներին եւ ստորագրի այդ համաձայնությունը։ Ասում է ոչ թե Բայդենի, Թրամփի ադմինիստրացիան, տարբերությունը մեծ է Պեչինը։ Հետո Ну, пока с Трампом можно, так сказать, с президентом Соединенных Штатов более или менее фрондировать, да, так, то вроде не подчиняться его указаниям и так далее. Но это на первых порах. Рано или поздно он войдет в силу, а притом сила Соединенных Штатов пока что абсолютная на планете. Рано или поздно он, значит, взнуздает эту силу, и уже ему сопротивляться будет почти невозможно. Но сейчас пока что возможно. И я уверен, что даже новая администрация Соединенных Штатов, пока по-настоящему не разозлится и не начнет бомбить, ну, как, скажем, хуситов тех же, не послушает их никто. Ни Гренада, ни бакинский автократор, никто. Потому что еще надеются, что он еще не вошел в суть дел, он может поменять свое мнение, вот как в вопросах Украины и так далее.